Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. В эти дни в Абхазии проходят Дни культуры Карачаево-Черкесской республики. ЮНИСЕФ совместно с Минздравом проводят курсы повышения квалификации для медперсонала на темы безопасности вакцин. Во всех административно-территориальных единицах Абхазии с 1 января 2022 года будут заложены новые похозяйственные и алфавитные книги. 31 октября Объединенным советом ветеранов на встрече в селе Адюбжа вновь было озвучено требование об отставке министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар. В связи с этим Союз политпартий и организаций, в которые входят партии Амцахара, Айтайра, Единая Абхазия, Народный фронт Абхазии, Коммунистическая партия Республики Абхазия и общественные организации Абсадгил, Абзанхара, Наш дом Абхазия, Форум молодежи Абхазии, экспертный фонд Хепшимра выступили с совместным заявлением. Президент Аслан Бжаня неоднократно озвучивал о своей приверженности решать возникшую проблему исключительно в рамках закона, отмечается в заявлении. Союз политпартий и организаций Республики Абхазия также высказал убеждение, что иных альтернативных способов решения данной проблемы не существует. Победа в Отечественной войне принесла народу Абхазии возможность жить и развиваться в свободной демократической стране, в которой не должно быть места исключительным правам одних над другими. Требования исключительного характера уводят от решения проблем в рамках закона и сами по себе являются путем к беззаконию, подчеркивается в заявлении. Союз политических партий и организаций Республики Абхазия, осознавая свою ответственность перед гражданами, учитывая важнейшую роль ветеранов в становлении государственности, призывает народ Республики Абхазия решать любые, даже наиболее острые проблемы исключительно в рамках действующих в нашей стране законов и установленных данными законами правовых процедур и регламентов. Применение ультиматумов, шантажа и угроз как формы давления на компетентные органы считаем неприемлемым и недопустимым, говорится в заявлении Союза политпартий и общественных организаций Абхазии. Дискредитации с целью достижения личных интересов отдельной группы граждан назвали в Генеральной прокуратуре резолюции Объединенного совета ветеранов и молодежи села Дюбжа, в тексте которой, в частности, указано о допущении, цитата, «преступной фальсификации, подлога, сокрытии и подмены со стороны Генеральной прокуратуры. Следственным управлением прокуратуры по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении руководства МВД и соответствующее представление внесено в отношении министра», отмечается в заявлении. Резолюцию Объединенного совета ветеранов Республики Абхазия в селе Адюбжа Генеральная прокуратура Республики Абхазия расценивает как нежелание вмешательства в существующую органам расследования законную деятельность. В связи с этим предостерегает воздержаться от подобных высказываний впредь. Сотрудники службы госбезопасности совместно с представителями Управления капитального строительства и Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству провели мероприятия по выявлению некачественных работ на объектах, включенных в инвестпрограмму 2015-2017 годов. Как сообщается на сайте СГБ, мероприятия были осуществлены по поручению президента Аслана Бжаня. В числе выявленных объектов, не соответствующих заявленным требованиям, оказались берегоукрепления вдоль реки Псоу и территория, прилегающая к контрольно-пропускному пункту вдоль государственной границы. Недостатки были выявлены и при проведении капитального ремонта и реконструкции водосточных и канализационных люках в многоквартирных домах, расположенных в городе Ачамчира. Руководителям ответственных строительных компаний даны рекомендации в дополнительно установленные сроки и за свой счет устранить аварийные ситуации на этих объектах. Все дефекты, допущенные при строительстве объектов государственного значения, в настоящее время устранены в полном объеме. СГБ рекомендует специалистам УКС мониторить состояние берегоукрепительной стены вдоль реки Псоу для исключения в последующем ее разрушении в период паводков.
В эти дни в Абхазии проходят Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики. В нашей стране находится делегация КЧР, в составе которой артисты, художники, мастера народных художественных промыслов. Возглавляет делегацию министр культуры Зураб Агирбов. Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году исполняется 100 лет. Именно в честь этой даты осуществляется план мероприятий, который начался с гастролей в Абхазии. Директор Карачаево-Черкесского республиканского центра народной культуры Артем Разин поблагодарил руководство Абхазии за теплый прием и за возможность в такое непростое время провести запланированные мероприятия. Конечно же, хотелось бы поблагодарить весь братский народ Абхазии за такое гостеприимство. Аура, которая царит в этом замечательном уголке, благоволит только лишь на добрые дела и помыслы. Связи, которые объединяют Карачаево-Черкесскую республику с Республикой Абхазией, имеют очень большую историю, которая длится десятилетиями. И это говорит о том, что народы, проживающие в Карачаево-Черкесской республике, с огромным трепетом и радостью прибывают в Республику Абхазия со своими культурными начинаниями. Ввиду того, что Карачаево-Черкесию населяет более 80 национальностей, а в Российской Федерации проживает их более 100, то можно сказать смело о том, что в Карачаево-Черкесской республике сосредоточилась почти вся Россия. Ввиду многоликости, многообразия, многоконфессиональности. И Республика Абхазия является доказательством того, что братский народ абазинский и абхазский имеют неразрывную связь. И подтверждение тому – это каждая встреча на различных уровнях с коллегами по культурному обмену, по каким-либо дипломатическим связям. Поэтому я думаю, что в первую очередь это продолжение тех благих дел, которые начинали наши старшие. Министр культуры КЧР Зураб Агирбов в интервью абхазскому телевидению рассказал о программе, с которой приехали в Абхазию творческие коллективы КЧР, а также о дальнейших планах по сотрудничеству между Абхазией и Карачаево-Черкесией. Смотрите интервью после выпуска новостей. Еженедельное оперативное совещание в МЧС впервые прошло в формате онлайн-конференции. По словам министра ПЧС Льва Квицыня, данный формат станет постоянным, учитывая современные возможности, а также исходя из сложившейся в стране эпидситуации. Министр особо акцентировал внимание своих подчиненных на подготовке к зимнему отопительному сезону. В этой связи руководителям районных подразделений надлежит в кратчайшие сроки составить списки одиноких граждан пенсионного возраста, проживающих без родственников, чтобы по мере необходимости оказывать им помощь в преддверии и в течение всего зимнего периода. Необходимо усилить проверку детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ на предмет их готовности к проведению отопительного сезона, дабы избежать пожаров в зимний период. ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения продолжают многолетнее сотрудничество по усилению профилактических мер по предотвращению инфекционных заболеваний среди детского и подросткового населения Абхазии. В настоящий момент во всех районах Абхазии проходят курсы повышения квалификации для медперсонала на темы безопасность, вакцины, ложные противопоказания и иммунизация на практике. В курсах принимают участие медицинские сестры, поликлиник, родильных отделений и сельских медпунктов, а также педиатры и специалисты СЭС. Курсы проводятся с привлечением международного консультанта ЮНИСЕФ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Михеевой. Тему продолжит Эсма Гуладзе. Вакцины содержат крошечное безопасное количество микробов или антигенов, с которыми дети сталкиваются каждый день. Вакцина, имитируя инфекцию в щадящей для детского организма дозировке, стимулирует иммунную систему ребенка вырабатывать антитела правильного типа. Как работают вакцины? Что в них содержится? Насколько они безопасны для детей? И почему вакцинация так важна? Эти и другие вопросы обсуждались на встрече в родительском клубе ВАК. В каждом ролике ведущие педиатры Абхазии отвечают на самые распространенные вопросы о детской вакцинации, так, чтобы родители могли принять правильное решение в интересах своего ребенка. Вся информация в роликах взята из материалов ВОЗ и ЮНИСЕФ. С нашей стороны
было пожелание содействовать педиатрическому сообществу в донесении правильной информации до местной аудитории. Нам было очень важно, что ни один медицинский работник, к которому обратились с предложением участвовать в производстве тематических роликов, не отказался. Это говорит о том, что они со своей стороны понимают важность этой темы, но так как эта тема выходит за рамки только медицинской темы, да, потому что это даже уже общественно-социальная тема, медицинскому сообществу также нужна поддержка в грамотном доведении этой информации до населения. Сегодня в системе здравоохранения существует такая проблема, как возрастающее недоверие некоторых родителей к вакцинации. В социальных сетях часто тиражируются негативные истории, якобы связанные с иммунизацией. Именно поэтому очень важно вести диалог с родителями, предоставляя им достоверную информацию. Эта сложная эпидемиологическая ситуация, она сдвинула все так называемые календари прививок, потому что если болеет член семьи, независимо от того, это взрослый или ребенок, то и ребенку нельзя прививаться, потому что на прививки, на вакцинацию нужно идти в абсолютном здравии. Это ключевое. Не надо бояться прививок, нужно просто правильно к этим прививкам готовиться. Помимо работы с родителями, ЮНИСЕФ совместно с Минздравом Абхазии проводит обучающие курсы для медперсонала. К этой работе привлечен международный консультант ЮНИСЕФ, заведующая лабораторией, доктор медицинских наук, профессор Ирина Михеева. В курсах принимают участие медсестры, работающие в поликлиниках, родильных отделениях и сельских медпунктах, а также педиатры и специалисты СЭС со всех районов республики. Один из семинаров на тему «Иммунизация на практике» прошел в Сухуми. Безопасные инъекции, что такое инфекционное заболевание, как они классифицируются, как они различаются. Очень важный для меня аспект в том, что поддаются ли и насколько они поддаются лечению, потому что те инфекции, которые сегодня включены в национальный календарь Абхазии иммунизационный, как раз таки те инфекции, которые очень сложно, либо совершенно не поддаются лечению. На семинаре присутствовал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в мероприятии. Иммунопрофилактика и вакцинация детского населения – это очень важный компонент нашей жизни. Поэтому сегодня с привлечением наших коллег из районов проходит онлайн-конференция. В будущем будет проходить конференции именно уже непосредственно в районах с привлечением наших коллег, которые непосредственно занимаются вакцинацией нашего детского населения. Поэтому я думаю, это очень важное направление. Помимо тематических семинаров, также проводятся однодневные мероприятия. Исследования, в том числе в Абхазии, показали, что медработники остаются основным источником достоверной информации по различным медицинским вопросам. Данные семинары помогают медицинским работникам напомнить друг другу, что этими навыками они уже в принципе обладают, что им нужно иногда корректно, спокойно, находя определенные слова, задавая определенные открытые либо закрытые вопросы, аккуратно наводить родителей подводить к теме того, что иммунизация – это важное решение. Медицинский работник только призван направить их. Основное решение всегда будет принимать родитель. Но для того, чтобы он принял верное решение, он имеет полное право задавать определенные вопросы. Тематические семинары продолжатся на всей территории Абхазии до конца года. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Новые похозяйственные и алфавитные книги будут заложены во всех административно-территориальных единицах Абхазии с 1 января 2022 года. О том, какие сведения они будут содержать и каково их назначение, расскажет Алика Трапш. Кабинетом министров принято решение о закладке новых похозяйственных и алфавитных книг во всех административно-территориальных единицах Абхазии. Дело в том, что официальная статистическая информация о состоянии, структуре и ресурсах сельского хозяйства отсутствует. Сельскохозяйственная перепись 2016 года, которая была отменена, могла иметь огромное значение для разработки эффективной агропромышленной политики. Большая часть предусмотренных программой сельскохозяйственной переписи характеристик в той или иной форме будут содержаться в похозяйственных книгах. В этом году это 5-летие, как была закладка предыдущей похозяйственных книг. Это не новшество в нашем обществе, это постсоветского периода осталось это введение похозяйственных книг. В советское время тоже ввелись они, и это каждые 5 лет проводилась новая закладка. Это целая кампания начинается.
Ну, в этом году у нас шел подготовительный этап. Начана новая закладка по хозяйственных книг на следующие 5 лет. Похозяйственная книга представляет собой документ по учету хозяйств в селах. Ранее существовавшая форма книги устарела и не отвечала требованиям настоящего времени. В этой связи форма похозяйственной книги была доработана и усовершенствована. Впервые обработка записей книг похозяйственного учета с помощью цифровой программы позволит составить соответствующие выходные статистические таблицы, которые будут содержать общую информацию по республике в целом, а также с разбивкой по 7 административно-территориальным образованиям и 110 сельсоветам. Такая база данных будет учетной основой для будущей сельскохозяйственной переписи. Ответственность за правильное формирование похозяйственных книг несет глава администрации сельского совета. У нас в сельсоветах есть еще штат делопроизводителя, который вместе там с лицом, которое ответственно заполнять вот в год раз, это как минимум, еще в полугодие тоже так контрольный обход делается. Они фиксируют семьи, сколько там человек проживает по полу, по возрасту, по гражданству, по образованию, пенсионный возраст. Есть такая еще вторая часть, которая непосредственно затрагивает все стороны хозяйственной жизни. Это сколько земли в хозяйстве с разбивкой по видам, сколько строений, сколько транспортных средств, которыми они пользуются. Похозяйственная книга включает в себя такие разделы, как животноводство и растениеводство. В предыдущих похозяйственных книгах раздела растениеводства не было, так как в то время были государственные совхозы и колхозы. Мы переделали этот формат, сделали и раздел животноводства, потому что у нас юрлиц практически в селах нет этих ни колхозов, ни совхозов. Хозяйство существует, а данные, какие объемы земли обрабатываются, сколько корней там цитрусовых, там виноградников, там кукурузы и так далее, этих данных у нас, к сожалению, нет. И после того, как у нас будет закладка, старые книги будут изыматься, и по данным 2021 года мы будем заполнять программу, и у нас будут основные базовые показатели. По словам Камы Гоги, на сегодняшний день статистика сельского хозяйства неоднозначная, собирается она сегментарно. Управление сельского хозяйства на местах, данные обследования бюджетов домохозяйств, фермерских хозяйств дают определенную статистику. Если сравнить ее с таможенными показателями, будет большой разрыв. То есть сегментарно собрать информацию получается, а соединить воедино не выходит. И в данном случае похозяйственная книга прояснит картину. В отсутствии таковых данных это большой минус, скажем, в нашей аграрной политике. Во-первых, Министерство сельского хозяйства часто проводит там мероприятия. Вы помните, там нам нужны были яды, скажем, для уничтожения клопов, да? А при этом мы не знаем, сколько корней у нас цитрусовых, орехов и так далее. Это очень большое подспорье будет для Министерства сельского хозяйства при планировании вот каких-то конкретных мероприятий. Или же, скажем, бывают весенние полевые работы, да, и государство там программу разрабатывает, оказание помощи. Но при этом, когда у нас нет четких данных, а сколько гектаров земли у нас обрабатывается и под какие культуры, и бывает, что иногда меньше там горюче-смазочного материала выделяется, и бывает недовольные остаются, не все обеспечены. Впервые в этом году похозяйственную книгу перевели на абхазский язык. Решение о закладке новых похозяйственных и алфавитных книг во всех административно-территориальных единицах Абхазии вступит в силу с 1 января 2022 года сроком на 5 лет. Аля Катрап, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 2 ноября в Цандрипше состоится матч 20-го тура 3-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются Цандрипшский Садзе и Гагара. Начало матча в 15 часов и 10 минут. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения в системе спорта и в соцсетях. И завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 2 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность. Утром местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 19 градусов. На этом информационный выпуск Камши-Пшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.